Ну что, дорогие друзья, 13 октября мы опять на реке. И вот знакомьтесь, это Павел. Вчера я вам говорил уже про него, когда испытывал мотор. Всем привет. Павел все-таки приехал. У него есть свой канал, ссылочка будет внизу в описании. Обязательно зайдите, посмотрите. Рыбу Паша тоже ловит, и неплохо. Да так, чуть-чуть. Ну а то, что у нас сегодня получится, я не знаю. Ветер юга, получается восточный ветер. По течению, как бы волна из-за этого как бы небольшая, но ветер приличный. По прогнозу целый день дождь. Посмотрим, что у нас получится. По крайней мере, если даже мы же все-таки не за рыбой едем, а на рыбалку, все верно? Едем отдыхать. Отдохнем, познакомимся поближе. Встреча двух каналов произошла. Встреча двух каналов, все верно. Мазая вы уже видели. Саня, привет. Вот, это моя вторая встреча. Так что все будет тип-топ, несмотря на непогоду. Ну а теперь попробуем нашего старичка-вихря. Ну-ка, Паш, подержи-ка камеру. Ну, скажет нам сегодня, вчера он меня не подвел. Вчера было все красиво у него. Представляешь, 5 лет мотор не заводил, завелся с одного раза. Это правда после ремонта, чтобы мне Николай подремонтировал его под шаманин. Так он и рудил, конечно, не заводился. Это не иномарка. Так вот заводятся русские моторы. И так они же глохнут. Так же они глохнут. Ну вот, лазили. Вчера нормально все было. Ну как-то вот так. Я думаю, это было исключение, чем правило. Будем надеяться на лучшее. Вчера он мне дал 46 км в час по течению. Чем хороши вихри? Если иномарка едет пустая, скажем 46, ее нагрузила, она едет 26. Но для вихря сильно не принципиально. Мы его не хватает. Вот, друзья, мы в Скаляпе, опять же, в нашей старинной коми-деревне. Света пока нет, Света пока еще не пришла, станцию еще пока не включили. Павел готовит покушать. Что у нас сегодня на обед? А у нас на обед сегодня... Завтрак, обед и ужин. Нет, ужин будет отдельно. Это пока у нас завтрак и ужин. Обед. Обед. Завтрак и обед. Яичница с окорочками. Окорочка остатки с барского стола. Со дня рождения. Вчера у день рождения был Шурина, я говорил уже вообще-то. Народ, наверное, сегодня похмеляется, а мы тут, понимаешь ли, в сырости. Волна, вот дождь идет. Я не знаю, сейчас попробую, конечно, прибавить, показать вам, какая обстановка на реке. Не видно. Ну, короче, ничего не видно. Через стекло не берет, стекло грязное. Спросили у местных жителей, как дела на реке.
Они сказали, что никак, уток нет, рыбы нет, ничего не клюет, не работает даже удочка в клеточку. Но мы сейчас пообедаем и проверим эту информацию, попробуем на удочку, попробуем на спиннинг. Паша попробует на свою тирольскую палочку, попробовать нашу рыбу, как она там будет, не будет. Ну а если ничего не будет, достанем удочку, клеточку и будем рыбачить на удочку, клеточку. Так что будем пробовать все. Сами увидим и вам покажем. Ну а пока скоро будет сытный обед. Плов узбекский мы забыли, конечно. Успешно. Паша приехал-то узбекский плов попробовать, а мы его забыли. Да, действительно. Ну ничего, попробуем в другой раз. Что у нас? Родники России. Родники России. Да. Я сейчас туда тоже штатив поставлю. Морсик. Это другой. Этот повкуснее чуть-чуть. Этот безалкогольный. Да. А Да. тот был алкогольный. А тут там чуть-чуть это. Ну, Немножко. как пиво там было такое. Понятно. Будем пробовать. Ох, лето не зима. О, смотри, как хорошо получилось-то, а? Ну, уже все прогрелось хорошо. Ну что, друзья, вот мы и накрыли небольшой наш импровизированный стол. Так, одну секундочку, подождите, пожалуйста. Сейчас я, забыл? Геннадий Геннадьевич, сейчас я его хочу туда дать. Ой. Чуть не забыл. У нас Гена, вот ребят, кто вот у меня на канале, Гена коми-рыбак, настоящий коми-рыбак. Я ему привез небольшой подарок такой. Они даже чем-то похожи, так посмотрел. Вот такая вот статуэточка с рыбой. Держи, Ген, это тебе в подарок. О, спасибо. Я думаю, это тоже настоящий коми-рыбак. Ну да. Рыба я не рассмотрел какая, но вроде как что-то на лима похоже тоже. Нет, не налим, что-то Не на лим, да? чешуей, да. Хвост не налим, это точно. Что-то типа горбуши, наверное, или окунь большой, или нет, или... Ну, не сиг. Ну, крупная, рыба крупная. Вот. Это с камня статуэточка сделана, ручная работа. Вот. Это у нас пойдет в музей, не поле чудес, а в музей коми-рыбака. У меня там уже 2 статуэтки есть, 2 дощечка. Ну, я вам покажу обязательно, когда это привезу домой. Спасибо. Это займет почетное место среди моих статуэток уже там. За это надо выпить. А мы не возражаем. Это точно. Спасибо, Ген, за приглашение. Будем. Несмотря на непогоду, мы не в последний раз. Будет погода, мы еще встретимся. В хорошую погоду, когда хороший клев. Зимой ко мне приедешь. Зимой Съездим на озера постараемся. на снегоходе. Так что, друзья, как видите, дружба канала есть. Несмотря на то, что говорят там, да ну это фигня полная, там чушь собачья. Ни хрена. Нормально. Все есть, Да. все будет. И все замечательно. За вас и за нас. Че, коми-рыбак, тебе не налили? В рюмку окуни его. Покраснеет. Ну, здоровый цвет лица будет. Утка вся ушла. Пока ехали сколько? 20 километров, мы, грубо говоря, проехали на лодке. Не видели ни одной утки. Местное население говорит, что утка была немножко. Утка уже ушла. Не знаю, будет еще, не будет. Ну, Но так, бывает так, что за пару дней уйдет и все, ее больше нету. ну так-то я смотрю, еще по погоде рано. У вас зима. У нас зима, да. У нас снег лежит. Ну, может быть, сегодня и растаял, не знаю, не спрашивал сейчас. С домом сейчас созванивались с Интой.
Что-то забыл спросить. У вас получается севернее же, полярные ночи У нас. у вас. Да. Сейчас уже у вас когда темнеет? Где-то 4:30. В принципе, пока еще незаметно, наверное. У нас где-то нет. И рассвет где-то так же 4:30. В принципе, у нас так же. То есть у вас бывает, получается, зимой, что вообще не светает? Есть с 9 часов до часу дня. Световой день, 4 часа. Ну, у нас И может с 8 до 2, может быть так, но чуть-чуть И кидать. потом уже пошел на убыль. Ну, это 22 декабря, когда самая длинная ночь. Я думал, что вообще не светает. Нет, мы же не в Антарктиде живем. Не, в Воркуте-то, наверное, еще это, да, получается? Так же? Так же. Так же, да. Ну, может, на час, короче. А солнце, получается, вот у нас солнце, вот если смотреть по Печоре, оно, когда вот июнь, ну, самый длинный день, оно садится на левый берег, речку проходит зарево, и его не видно. А то есть оно, получается, немного скрывается. И с правого берега уже встает там через пару часов, получается. Нет, а у нас, если брать самый длинный день, 22 июня, она у нас висит солнце в 2 часа ночи. И не скрывается, получается. И тут же напротив луна висит. Луна. Да, то есть и солнце, и луна сразу. Видишь, так у вот. нас получается немного. Если солнечный день, ну чистое небо, солнышко, все, по фотографиям, вот не местные, они не могут понять, какое время. Ну, то есть вечером там приблизительно ты как-то угадаешь, да? Там утром, например, там роса где-то, да, вот. А вот у нас не поймешь. Солнце так вот ярко светит, что как будто, ну, настоящий день. Хотя 12 часов, 3 часа ночи. С одной стороны, тоже плохо, считай. Ну, отдыхать как вот? У нас немножко... Привыкаешь. Все равно привыкаешь. Спать. Ну, после зимы, конечно, первые ночи, да. Как спать вот? Ну, светло, как спать? С закрытыми глазами. И все. Как? Между первой и второй? Продолжение следует. Ну, поймаем, поймаем. Не поймаем, да и бог с ним. Мы же на рыбалке. Мы же не дома сидим, правильно? Мы уже с Геной посмеялись. У него прошлое видео было, выход, где он рекламировал плов с узбеком. У него Ты что стоял, скажешь с узбека? у него стоял так, полторашечка так аппетитно стояла, святой источник. Я говорю, а я приехал с родниками России. Тоже не отстаем чуть-чуть. Пол-литровая. Пол-литровая вот все точка. Пол-литровая? Я думал, полторашка. Нет? Что-то мне так показалось. Просто она ближе стояла, бутылка, получается. А. Хорошо пошло. Спасибо, что приехал. Давай, Коми Рыбак, с тобой тоже. Давай. Спасибо за приглашение. Без приглашения я бы не приехал. Все, плов виноват, да? Да, кстати, пригласил меня Гена на плов, и Плов забыли. удачно он его забыл, дома оставил. Я говорю, приезжай, Паш, попробуем на природе где-нибудь этот плов. Выходили с Троицкой, я говорю, Паш, напомни, чтобы я взял с дома. Дом поснимали, берег поснимали. И благополучно сели в лодку и поехали. Вспомнили только здесь. Ну ничего, на следующий раз останется. Завтра, послезавтра не успеем уже, да? Попробуем. Ну, если во дворе можно. Костер разжечь. Да. А что во дворе? Закинуть закидушки, взять червей. Я так думаю, рыба там есть. Вот вроде река, да? Одна и та же. Что здесь, что там. 20 километров разница. А клюет по-разному, да? Не то, что по-разному. Там и есть такие места, что вот, получается, типа заводи, такие курюшки туда-сюда.
А там оно вот трубой идет и, ну остров есть, там за островом немножко, там не то. По большой воде, да. Когда вода большая, весной половодье, там вот прямо на острове вот эти профиля рубят там. Сети, пожалуйста, туда-сюда там. Ну, я не занимаюсь, я поставил лучше продольника, я удовольствие больше получаю от продольника, чем от этих сеток. Проверяешь, ты это вживую чувствуешь все. И сам видел это продуктивно, ну, ведро за проверку практически. Ну что, все? Пока выключаемся, рекламная пауза. Сейчас поедем на речку, и там будет включение. Чем мы будем заниматься, что мы будем делать, как мы это будем делать. Мне же самому интересно. В сентябре я рыбачил, но в октябре, если будет еще клевать так же, как у нас клевало в сентябре, это будет что-то с чем-то. Выключаемся. Ну что, накотим? Обязательно. Вот и ужин нам. Да, еще Подоспел ужин. Отрыбачили сегодня. Отлично. Мы были на рыбалке. Кидали. Геннадий Геннадьевич, вы были на рыбалке? Да. А чего вы меня с собой не взяли? Я не знаю, что ты не ходил. Позвал в гости, говорит, поехали, там клюет, говорит. Клевало же. Ну и что, клевало? Ну видишь, ты закинул, у тебя же оборвало железку. Да, 3 мушки ушло. сразу, причем. Тирольская палочка, все. Как клюнуло. Семга, Ты наверное. оставил свой след здесь. Отметился, блядь. Да, ну что, завтра. Удочка Да, в завтра клеточку мы эту должна. палочку выловим, да? Да, удочка в клеточку должна. Надо было туда кидать сетку, где тирольскую палочку потеряли. Течение только. Так, этим Неводом. неводом пройти, да? Давай, за рыбалку, блин. Да. Палочку. Смотрим. Хороша, зараза. Компотик. Как винто, да? Да. Ну, Приятно. ну, шар дает как водка. Обычная. Ну ничего страшного, мы смотаем первый день, тоже ничего не поймали. Даже пожарить ничего не было, пусто было. Ни одной поклевки. А на второй день уже 20-ку засолили. На третий день 20-ку. Нет, это у вас вообще клев пошел. Нифига себе, думаю, А водолаза что ли наняли, цепляет на крючок. 4-й день мы уже просто собрались и поехали, уже не рыбачили. Он взял с собой 2 ведра наполнили. Всё. Норму выполнили. 2 двадцатки. Нормальная норма. А если бы он с бочкой приехал? 4-й бы день ловили. Я никогда не забуду, я уже, не знаю, говорил, не говорил на канале. Ну, повторюсь, нет, вроде бы не так вот рассказывал, на канале еще нет. Дело было 17 июля, на мой день рождения. Я сюда приехал со спиннингом, с удочкой, как обычно. Приехал, тут местные ребята поздравили меня с днем рождения. Накатили мы пузырек, наверное, 2-й, может быть 3-й, я не помню. Ну, нормально, посидели, пообедали. В обед это, ну, лето, жара, июль. Часика 4 где-то уже было вечера. Я говорю, я пойду покидаю. А куда ты? Сейчас здесь рыбинспекция. Я говорю, что рыбинспекция? Я же на спиннинг. И на спиннинг-то нельзя, и вообще рыбачить нельзя. Но они хотят, чтобы я никуда не уезжал, потому что напиток мой. А они как бы не отпускают меня. Я говорю, не переживайте. Сейчас я покидаю, вечерком сядем и нормально отметим, ну, выпьем за мой день рождения. Поехал вот туда, на дамбу, где речка утекает. Ну, они проезжали там тоже. Закинул якорь, да. Там как бы кусок травы такой, глубина течения, глубина порядочная сразу. И спад такой резкий за травой. Я такой думаю, сейчас проводку и там, окунь кидается там. Буквально первый заброс. Тяну, вертушка у меня где-то была в районе 2. Она так удачно изогнулась, а щуки погнули. Как-то интересно она играла и хорошо брала.
70 рублей. Такая простая, самая обыкновенная. Не блюфокс, ничего. Окунь подходит. Такой окунь нормальный, хорошенький, грамм на 200. Вытащил. Первый заброс. Кидаю второй заброс. Тяну. Зацеп, что ли? Пошел зацеп. Я потянул, меня туда тащит, трофейный. Я откручиваю фрикцион и давай мучить. Гуляет. Вот такая вот щука. Где-то, наверное, да. И вертушка моя буквально вот за край губы. Не губы, а вот здесь вот. Не сверху, не снизу, а вот тут, на соединении прямо рта. И вижу только одним крючком. И все. Он только потянет, я, фрикцион уже ослабил после. Просто так кручу, он подойдет, отплывет. Натяжка есть, мучаю, как бы. Сколько уже раньше случаев было, то, что они просто срываются, я начинаю сачок пихать, потом поумел со временем и начал вот это. Минут 15 я гонял ее. Тогда еще курил, помню. Сколько выкурил? А? Сигарету я точно выкурил. Там уже весь сначала на нервах, потом успокаивается, отойдет. Все, вроде успокоилась, подходит. Так вот что-то, думаю, не смогу схватить. Сачок у меня. Сачок, вот самодельный это сачок, который был весной. Подвожу туда. Сзади прямо. Молодец, я сзади с хвоста раз, натянул ее как щелкал. И в лодку. Его в лодку срывается. Короче, машину. Потом я взвесил 6,5 килограмм. 6,5 килограмм. Но, когда я разделывал потом ее, в животе был вот такой яйцо на полкило. Хотел еще вертушку. Получается, если бы не яйцо, он бы весил где-то даже еще разложится, только что проглотил и сразу же весил. И вот я потом там половил немного перестал, так я закончился кушки, там пару щучек. Я приподнял и пошел самосплавом. С 4, до 9 надергал 3 ведра, где-то ведро, наверное, щуки, 2 ведра окуня. Кроме этих два, второй крупный щука, вторая крупная получается 4,5 щуки. И вот 6,5. Четвертые ведре были 2 рыбины, но тоже 4 ведра, грубо говоря. Потому что они вот так вот посыпались. И 20-10 10-литровые ведра. 3 ведра битком полные. Время 9 часов. Пришлось 5 рыбу чистить, и я, короче, прямо входом Так и живем, рыбачим.